Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров ответил на вопросы российских журналистов. Беседа прошла в пресс-центре Тартас. Среди актуальных – вопрос о беженцах с Украины. На сегодняшний день в Северной Осетии находится около 1000 вынужденных переселенцев, в их числе 275 детей школьного возраста. 1 сентября все они пойдут в наши учебные учреждения. Журналисты также не обошли вниманием такие темы, как убийство имама во Владикавказе, годовщина Бесланской трагедии и санкции Евросоюза и США. Глава отметил, что в сложившихся условиях отечественные сельхозпроизводители получили новые возможности. Есть отрасли, которые у нас успешно развиваются, и у них был резерв, который невозможно было задействовать, потому что рынок перебивался импортной продукцией. Сейчас этот резерв будет полностью задействован. Это касается, допустим, рыбы, товарной рыбы, мальков. Вот большие перспективы у нас по натуральным овощам и фруктам и по производным от них. Это у нас размещены очень современные технологии по переработке. Сейчас они будут загружаться. Мясо птицы мы будем также отправлять, потому что у нас его возможно производить гораздо больше, чем оно нужно для республики. В Южной Осетии отметили 6-ю годовщину признания независимости республики. Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года Дмитрием Медведевым. Во всех районах республики состоялись масштабные празднования, приуроченные к знаменательной дате. Все началось с театрализованного шествия к перекрестку улиц Героев и Исаака Харепова. Жители юго-осетинской столицы, пережившие ужасы войны, прошли маршем благодарных. Также в рамках празднования состоялся митинг, посвященный 5-летию ввода в эксплуатацию газопровода Дзуарикаутс-Химвал. Также в рамках празднования состоялся митинг, посвященный 5-летию ввода в эксплуатацию газопровода Дзуарикаутс-Химвал, праздник хлеба и концерт на городском стадионе. Сегодня день признания независимости Республики Южная Осетия со стороны Российской Федерации. Это было самое своевременное решение для нас, для нашего народа, для нашей республики. 1 сентября вблизи школ республики должны быть нанесены дорожные разметки и установлены предупреждающие знаки. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения говорил заместитель председателя правительства Северной Осетии Виталий Зангионов. В ближайшее время должны быть решены проблемы, которые существуют в каждом районе Северной Осетии. Вице-премьер подчеркнул, что лично проверит работу комиссии. Речь шла и о перевозке детей в школы. В этом году автобусный парк пополнился 12 новыми машинами, которые соответствуют ГОСТу. Значит, я все-таки сейчас предупреждаю вас, что я приеду в каждый район после 5 сентября, не дай бог что-нибудь случится там, где-нибудь в Сунже. Да, как? Это же ваша ответственность, это зона вашей ответственности. И вы должны хотя бы из-за того, чтобы сам перед собой и сам с собой в гармонии быть, и если вдруг что-то случится, сказать, я все, что мог сделать, сделал. Совместное заседание Совета общественности города и активных жителей состоялось во Владикавказе. На повестке дня формирование состава местной общественной палаты. Она будет представлять собой своеобразный совет горожан правобережного и левобережного районов Владикавказа. В функции палаты входит взаимодействие с комитетом ЖКХ и органами внутренних дел, а также решение вопросов дорожного строительства и благоустройства территории города. Это значительно облегчит работу власти и даст возможность жителям принимать активное участие в жизни столицы. У города сегодня очень много функций, очень много обязанностей и много таких документов, важных документов, которые мы обязаны претворять в жизнь, скажем, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, скажем, вопросы благоустройства, озеленения, там, санитарной очистки города.